سوزای بابو کالا وان شیدا آبو خالا سوزای بابو کالا وان شیدا آبو خالا سینگ مشهور مرکاله بوی دوزا هزار سالا سینگ مشهور مرکاله بوی دوزا هزار سالا. Tajikistan. Feel the friendship. В этом селе, ребята, живут самые богатые таджики. Всем привет, ребята! Мы находимся на Калай-Варзо. Есть такое село в Таджикистане. Дело в том, что мимо главной дороги несколько раз я проезжал. И я видел, что здесь очень красиво. И думаю, все-таки надо будет когда-нибудь приехать сюда и посмотреть, как выглядит. Вот сегодня мы приехали, давайте посмотрим на это село вместе. این بازی تو جورا چی نام دارد؟ درنی خالتا دا کردی خودتا خیال میکنی که کارتوشکایی؟ یا کارتوشکایی؟ یا کدو یا تربوز؟ تربوز. تربوزیته؟ کجا میری؟ اکا میخوای کجا رفتنی انا میخوای؟ بالا. Я ищу сельских парней. Они мне расскажут, они нам покажут, как это село выглядит. Но здесь очень красиво, сразу вы заметили, да, я тоже заметил. Поэтому мне показали, что нам нужно будет идти вон в ту сторону. Вот. Они по вечерам там собираются. Сейчас не вечер. В Таджикистане, знаете, что всегда тепло, поэтому люди, когда тепло, ну так, редко выходят из дома. Так, вот они ворота. Открываем. Так, скажу вам, что происходит. Мы попали в детский лагерь. Так что эти ворота не зря они там поставлены. Вот лагерь, я спрашивал, для детей этого же села. И не только. То есть из Душанбе тоже могут приехать. Сами знаете, через интернет все. Может любой желающий отправить своих детей на отдых здесь. Вот в этот детский лагерь. Вот здесь, ребята, есть сельский магазин. Это и есть магазин. Давайте посмотрим, что там продают. И никого нет. Если я так понимаю, можно забрать и уходить, да? Нам нужно будет зайти в какой-нибудь дом, посмотреть, как вообще их дома выглядят. Коль это село все по-сельскому или по-современному. Давайте посмотрим. Здесь дом, ребята. Владелец дома работает на заводе, неважно какой завод. То есть это обычный гражданин Таджикистана. Дом готов для приема гостей. Это гостиная. Инмимохоная? Обычный дом. Так, открываем. И тут из окна вот что видно. Ну вот это, ребята, тоже гостиная. Вот так вот. Из окна видим мы. И тут дом. И это вот гостиная. В Таджикистане, что, ребята, удивительно, это то, что таджики настолько мы гостеприимные, что мы строим дом, допустим, из 10 или 8 апартаментов, комнат, да? Вот. И из этих 8 или 10 комнат только 1 или 2 для нас, для самих. 6 или 8 остальных только для гостей. Когда же мы начнем жить для себя? Мне кажется, вот в этом плане что-то надо менять. Так, выходя из дома, владелец дома в первую очередь увидит вот свои деревья. Это гранат, я вижу, видите?
Вот, еще не спелый, но тем не менее. И вот в эту сторону мы видим виноград. Это гранат, это виноград. Вот. Дальше он увидит горы, природу и всю вот эту красоту, которую вы вместе с нами видите сейчас. Это, ребята, сельский магазин. Сейчас зайдем, посмотрим, что там продают. Вы что покупали с этого магазина? Чихариден? Пока ничего не покупали, да? Ну все. Так, здесь продают все, что вы сами видите. Так, сейчас узнаем, какие цены. Ну, например, вот это вот крекер стоит 5 самоний. А сколько в ваших национальных валютах, посчитайте. Давайте что-нибудь такое, вот, что из мировых брендов. Покажу вам, допустим, Coca-Cola, допустим, да, вот мировой бренд, сколько стоит. А вы посчитайте у себя. 1,75 литров стоит, час места, 8 самоний. Вот. Вот. Твикс 4,5 самонии. Марс тоже. А M&M's стоит 5 самонии. Теперь сами посчитайте. Ну, цены такие, да? Вот. И прямо напротив магазина есть парикмахерская. Давайте посмотрим, как там выглядит. Скажите, пожалуйста, сколько ваши стрижки стоят? У вас есть конкретная цена? Нет, есть по-разному. 5 самоний, 8, 10. А есть люди, которые платят на свое усмотрение. Сколько дают, столько я буду брать. Да, только от чистой души, от чистого сердца. Вы не заставите платить, там, допустим, 10 самоний? Как я могу его заставить, если у него нет 10 самоний? Это же нельзя так, это негуманно. То есть сколько вам дают, столько и будете брать, и вы довольны. Да, так точно. Молодец, молодец. А вы давно работаете парикмахером? Да, вот здесь работал, уже работаю 6-й год, а 12 лет работал в столице. То есть выходит, что 18 лет и того вы работаете парикмахером. То есть вы довольны своей работой? Да, конечно, я доволен. Человек, который недоволен своей работой, он работать не умеет и не сможет. То есть это ваша любимая профессия? Да, конечно. Я с 20 лет работаю парикмахером. А это, друзья мои, река Варзов. Эта река течет с высоких гор Таджикистана. Там перевал Истихлол. Там находится поселок, по-моему, городского типа Зиде, так называется. В общем-то, это чистейшая питьевая вода. И, кстати говоря, столица, то есть город Душанбе, вот с этой реки и пьет воду. В этом селе есть свое радио. Вот, ребята, видите? Радио. Они слушают радио. Ахсан. Все-таки, ребята, мне удалось найти парней из этого села. Их несколько. Мы буквально коротко с ними будем сегодня общаться. Хоб, ассаламу алейкум, бачо. бачо, бародаро, шумо аз ҳамин деҳа ҳастен? Шумо донишҷӯ ҳастен ё ки хонандаи мактаб? Шумо ҳар ду касотон донишҷӯ ҳастен? хоб, шуғле ки имрӯз дар донишгоҳ мехонед чист? касбатон? Хизматчи армия бошам. Шумо хизматчи давлатӣ? давлати бисёр хуб. Яъне дар донишгоҳ таҳсил менамоед. Пас аз хатми донишгоҳ шумо мехоҳед ба деҳаи худ баргардед, дар ин ҷо хизмат кунед, ба халқ ёрӣ расонед? умуман тайёред на танҳо барои деҳаи худ, балки барои Тоҷикистон хизматҳои шоён намоед? Албатта, офарин, аҳсан. Аз рӯе ки ман мефаҳмам, ана ин бародарон дар мактабҳо мехонанд. Ҳамин тавр нест? Шумо дар кадом мактаб мехонед?
дар мактаби миёнаи ноҳияи Варзо. дарсотон чӣ хеланд? Дарсҳои мо хеле хуб мегузарад. Яъне шумо худатон нағз мехонед, кӯшиш мекунед. Дар оянда кӣ шудан мехоҳед? Ман дар оянда прокурор шудан мехоҳам. Яъне корманди ҳифзи Корманди ҳуқуқ. ҳифзи ҳуқуқ. Офарин. Шумо чӣ шудан мехоҳед? من هم پرکار میخوام корманди ҳифзи ҳуқуқ. Шумо? دکتر Духтур. Офарин. Шумо? ҳа? Яъне милиса чӣ мешуд? Корманди полис. Шумо? منم دکتر Духтур. و رئیس Раиси ҳамин деҳа, Шумо чӣ? Духтур. Очень интересно. Знаете почему? Потому что у каждого из этих парней есть стремление к чему-то. То есть кто-то уже учится, а остальные учатся в школе, но у каждого из них есть конкретная цель. Кто-то хочет стать, допустим, сотрудником полиции, кто-то врачом, кто-то, значит, прокурором, как уже прозвучало. Это уже интересно, это говорит о том, что на сегодня воспитание, что со стороны родителей, что со стороны государства поставлено очень правильно и в нужном направлении двигаемся. Так что мы сейчас остальные вопросы зададим. На самом деле наше село небольшое, оно маленькое, компактное. Люди здесь занимаются в основном скотоводством, садоводством. Да, садоводством в основном здесь люди занимаются. Мы так живем очень хорошо. А в свободное время мы ходим на стадион, играем в футбол, в волейбол с ребятами. Так что есть все условия. То есть все есть, все условия есть. Да, конечно, есть. Все, что от нас требуется, это хорошо учиться и в будущем служить своему народу, своей стране. Красавчик, красавчик. Давайте аплодируем этому парню. А вы бы смогли уехать из этого села навсегда? Если, например, если бы вам сказали, мы вам подарим квартиру, дом в центре города Душанбе, вы бы уехали? Нет, я бы никогда не уехал. Мы, знаете, мы здесь родились, выросли, каждый вдох и выдох наш связан с этим селом. То есть для вас очень важно всегда возвращаться сюда и быть на связи со своим селом. Да, так точно. Да, так точно. То есть у вас особая любовь к этому селу. Да, конечно, вы правильно понимаете, у нас особая любовь, и никогда бы не покинули это село навсегда. Насколько я правильно понимаю, часть людей работают в столице. Да, жители этого села, они работают и в столице, и в этом селе, и в районе, и в других областях нашей республики. Так работаем и живем, так что в этом ничего такого нет. Отлично. Трое врачей среди этих парней, и у меня возникли к ним вопросы. То есть вы хотите троем стать врачами, да, так точно. А вы кого будете лечить? Это, которые болеют, мы их будем лечить. А каких вообще? Какими бы то ни были, мы их будем лечить. Да, разные бывают, вот их будем лечить. То есть разные, да? А откуда у вас любовь к этой профессии? Вам родители подсказали или вы сами выбрали? Мы сами выбрали, мы с детства хотим стать врачами. А ты кого будешь лечить? Я который болеет, вот его я буду лечить. Да, но ты похож на ежика. Я зашел к одному человеку в гости, это житель этого села. Вот. Я ему хочу задать несколько вопросов о жизни, о деятельности людей этого села. Это взрослый человек, он, конечно, больше знает об этом селе, потому что он здесь родился, вырос. И уверен, что знает больше об этом селе, чем молодые ребята, с которыми мы ниже общались. С тобой очень приятно познакомиться. Субхон, ты знаешь, я только приехал в ваше село и практически ничего не знаю. Ты не мог бы нам коротко рассказать о своем селе? Село Замчрут – это одно из сел Таджикистана, исходит от слова «замч» и «руд».
Старейшины рассказывают, что выше по течению речки был родник, и около этого родника был своеобразный камень. И камень этот называется Замч. И наши бабушки из этого камня делали хина. Знаете, да, хина? И вот это хина использовали в качестве краски для своих рук. А Руд — это речка, которую вы видели сегодня. А Субхон, расскажи, чем здесь люди занимаются в твоем селе? Есть по-разному. Есть преподаватели, есть сотрудники полиции, есть строители, есть те, которые работают на заводах, фабриках и других областях нашей республики. Ты не мог бы нам рассказать немножко о зимах в твоем селе? Зимы очень суровые. Здесь высокогорье, поэтому зимы бывают очень холодными. Да, иногда до 1 метра падает снег. Высота. Расскажи, Субхон, тогда какая максимальная минусовая температура? Минус 25, да, холодно. А здесь бывают проблемы с электричеством? Да, бывает иногда, когда сильно много снега падает и ветер сильно дует. Вот тогда бывают кратковременные проблемы. Ну а так ограничения по электричеству нет. То есть у вас нет никаких проблем? Нет, абсолютно. А здесь люди все друг друга знают, ходят друг к другу в гости. Да, конечно, на свадьбу и так далее. Да, они как родственники все. То есть все друг друга знают, уважают, любят. Друг к другу приходят в гости. Да, так точно. В этом селе, ребята, живут самые богатые таджики. Я сказал богатые, вы наверняка сейчас подумали, что у каждого из жителей этого села на счету по 2, 10, 15, 20 миллионов долларов. Нет, это не так. Богатство — это вот эта река, чистая вода, свежий воздух, приятная атмосфера, хорошие отношения, взаимоуважение, взаимопонимание. И вот здесь, ребята, я вспоминаю 2 строки, которые принадлежат Турсунзаде. О Шионгарми Гузори, Дарбаланди Хогузор, Дарбаланди Хой Кухи, Сарбаланди Хогузор. Республика Таджикистан. Берегите себя, друзья мои. До свидания.